Страх, ненависть, жестокость, боль от потери близких и невинной жертвы – все это порождает терроризм. В его основе лежит дестабилизация обстановки в мире за счет запугивания населения. А противоправные действия, которые калечат жизни людей и вселяют в них страх, порицаются и религией. Маршал кайдерца шикамел дадул диждо диндес. Маршал кайдерца даху мел болж болга хлбезче диноях динде ислам дин. Ак азбахандуложе вей кайти диждо хаммаладырды. Вей кайти диждо хамда ислам. Аллаха мутахалыр бел булду акыждол дины адамыштыqi бухум бақыш. адамыштыqi عدا خيتر حان الخليتش адамыштыqi зулмыш даржары حان الخليتج дин خليشاتك. В числе гостей сегодняшней встречи сотрудники различных ведомств и организаций, занятых профилактикой терроризма и экстремизма в нашем регионе. Это представители духовенства, антитеррористической комиссии по делам несовершеннолетних. Любава Чугина, как старший инспектор ПДН, настоятельно рекомендует ребятам избегать лишних репостов и лайков под различными публикациями. Казалось бы, это безобидное действие может обернуться для них уголовной ответственностью. Самые суровые меры предпринимаются в адрес тех, кто замешан в организации террористического акта. С учетом норм и требований Уголовного кодекса данные преступления квалифицируются как особо тяжкие, соответственно, мера пресечения для них выбирается максимальная. Мы обращаемся к молодежи с призывом быть политически грамотными, высказывать свою обоснованную точку зрения на специальных площадках, ну и в случае, естественно, возникновения у них каких-либо сомнительных моментов, касаемых деятельности какого-либо органа власти, выражать свою позицию исключительно установленным законным способом. Еще один немаловажный вопрос, поднимаемый на встрече, как уберечь себя от вербовки в социальных сетях. Приглашенные гости отмечают, что чаще всего жертвами становится не только молодежь, но и дети. Поэтому в первую очередь каждый должен уметь правильно выбирать свой круг общения в интернете. Как обезопасить себя в сети, усвоила Сабина Богатырева. С людьми, которых ты никогда раньше не видел в жизни и знаешь неделю, когда они с тобой себя ведут как очень близкие, закадычные друзья, это как минимум странно и тебя должно предостеречь. И когда ты чувствуешь какое-то, ну скажем так, опаску от человека, я считаю, что вот этот ребенок или молодой человек должен кому-то об этом сказать, родителям и так далее. Вот мне такой-то человек пишет, он мне какой-то подозрительный. Организаторы лекции Ингушский государственный университет. Такие встречи, посвященные профилактике терроризма и экстремизма, здесь проводятся на регулярной основе. Ректор университета уделяет большое внимание данному вопросу, так как наши студенты должны иметь информацию о том, какие последствия у них будут за публикацию неправильной информации, за поддержку терроризма, экстремизма, даже за простой лайк в интернете. Насколько сложно работать сотрудникам Центра противодействия экстремизму и терроризму, насколько это важно для них сегодня знать о том, что какая-то статья, допустим, принесет проблемы их семье, им в первую очередь, чтобы они понимали, насколько это опасно для них. Учиться, заниматься спортом, найти любимое дело или хобби, занять себя так, чтобы не было времени на лишние мысли. К этому должна стремиться молодежь, подытожили на встрече. Ну а самое главное, молодым людям важно уяснить, что за терроризмом и экстремизмом нет будущего, лишь поломанная жизнь и осуждение общества. Дана Плиева, Султан Булгучев, Новости 24.